Ассаламу алейкум, уважаемые подписчики. Решил, канал очень, скажем так, просел в последнее время из-за того, что редко выкладываю какие-то видео, редко выхожу в эфир. Подписчики не добавляются, а даже немного убавляются. Охваты маленькие, просмотры маленькие. Поэтому надо регулярно делать какие-то эфиры, какие-то видео поднимать. Поэтому буду стараться выходить в эфир или выкладывать видео ежедневно, делать, может быть, короткие. Сегодня расскажу одну маленькую простую историю. Не ахти какая история, но я думаю, для кого-то она будет полезной. Некоторое время назад ко мне обратился один знакомый, позвонил, спросил, зная, что у меня за пределами нашей республики есть очень много друзей, знакомых, которые живут во многих регионах России, Европы, других странах мира. Ко мне очень часто знакомые обращаются, спрашивают, нет ли какого контакта там-то или там-то. И вот звонит мой знакомый и спрашивает, нет ли контакта какого-нибудь в Находке, нет ли там знакомых чеченцев. И именно в Находке у меня знакомых чеченцев не было, но был представитель главы республики, в Приморском крае. Я позвонил ему и спросил, нет ли у него знакомых в Находке. Он мне дал номер одного человека, чеченца, который живет в Находке. Вопрос там был такой, что вот товарищ, который мне позвонил, он, в общем, у них там какое-то дело было коммерческое, и они с какой-то фирмой о чем-то договаривались, в общем, составляли какие-то договора, должны были им сделать перечисление за какой-то товар, но у них в последний момент появилось подозрение, что они, в общем, мошенники. И он попросил, у него был адрес их офиса, был телефон их, он попросил, если есть у нас знакомые в Находке, чтобы человек прошел, проверил, поговорил с ними, пообщался, проверил, насколько это серьезные люди, насколько серьезная организация. И мой товарищ из Приморского края, представитель главы республики, он мне дал номер чеченца, который проживает в самой Находке. Валейкум ассалам ассалям. И я буквально сразу же позвонил. Этот чеченец, я вот сейчас не помню его имя, честно, забыл, к сожалению. Я смотрю, у меня с находки сохранено только имя Идрис, но, по-моему, это был не Идрис, поэтому не помню, как его звали. В любом случае, доверяйся. Он был уже предупрежден, я ему позвонил, объяснил ситуацию, и тот говорит, я дал ему телефон, и когда тот позвонил по телефону в эту фирму, те взяли трубку, и он мне перезванивает и говорит, они дали адрес, это совсем недалеко от меня, это офисный центр, офисное здание, я знаю этот адрес, я там буду буквально сейчас, через 10 минут, и он туда выезжает. Проходит еще каких-то там 20-30 минут, и он мне перезванивает, наш соотечественник, и говорит, я здесь стою на проходной, когда я объяснил, что я приезжаю, собираюсь с ним встретиться по просьбе наших домашних ребят, чеченцев, с такой-то фирмой, для того, чтобы обговорить некоторые вопросы. Они сказали, что они находятся в этом офисном центре. Я спросил, они дали адрес, сказали, что они там находятся. Я сказал, это офисный центр, на каком этаже, какой кабинет. А те ответили, ты подъедешь, мы тебя встретим. Хорошо, он подъезжает туда, его никто, соответственно, не встречает. Он звонит по этому номер телефона уже отключен, никто не уходит. И получилось так, что он подошел к администрации этого офисного центра, дал название
той фирмы, которая якобы находилась в этом офисном центре. И те сказали, что такой фирмы там нет и никогда не было. Вот так получилось, что с того момента, как мне позвонил вот мой товарищ, попросил найти человека и проверить, до того момента, когда мы уже проверили, нашли человека в находке, проверили, он выяснил, что они являются мошенниками. Вот между этими, скажем так, двумя моментами отрывок времени был где-то 25-30 минут. И вот получилось так, что очень оперативно сработали, за какие-то 25-30 минут сразу нашелся у нас друг, брат находки, сразу все проверил, выяснил, что это мошенники, могли наши люди пострадать. Поэтому проверяйте, когда с вами с разных регионов люди связываются, какие-то вопросы решают, проверяйте, смотрите. Я вот скажу еще одну вещь. Очень много у меня бывало обращений от знакомых, которые хотели купить машину там в каком-то регионе, на Авито находили машину. И если эта машина была такая очень хорошая, красивая, но немножко дешевле, чем остальные, соответственно, и интерес к ней был большой. И когда ко мне обращались, я через наших друзей, товарищей в разных регионах России эти машины проверял, и как минимум 50% случаев это оказывались мошенники. Минимум 50%. А иногда, я думаю, что гораздо больше было. Так что интернет – это такая вещь, где мошенники могут себя реализовать, свои какие-то, скажем, схемы достаточно серьезным образом. Поэтому будьте осторожны, не попадайтесь на уловки мошенников, проверяйте информацию всегда. Вот такой короткий эфир. Завтра выйду вечером или днем в эфир, тоже что-нибудь вам расскажу. Мне надо канал немножко приводить в себя. Со своей стороны подписчики мне как-то обещали, что каждую неделю каждый мой подписчик будет добавлять, вернее, каждый месяц каждый мой подписчик будет добавлять по одному человеку, подписчику, но пока последние несколько месяцев это не видно. Когда ты болел, чувствовал ты запах и вкус? Я не помню, чтобы я не чувствовал запах и вкус, не помню, чтобы я не чувствовал. Но был период, когда я был настолько плох, что я даже не совсем понимал, чувствую я что-то или не чувствую. Так что с полной уверенностью я вам не скажу. Но вот в те моменты, когда я был более-менее в нормальном состоянии, когда я ел что-то, я чувствовал всегда и запах, и вкус, когда я был нормальный. Но когда мне было очень плохо, а такое было, как минимум больше недели, я тогда не помню, я был не в том состоянии, чтобы даже на такие вещи внимание обращать. И что, да, это была атмосфера. Так, я закончу эфир, уже почти 9 минут, я думал, быстрее это все расскажу. Да, это была атмосфера, адекват, бюсте, галер, дал бортам было.